У меня к вам такой вопрос. За то время, пока Дудаев был у власти, в общем-то, достаточно много людей уехало из Чечни. Цифра официально дает 200 тысяч. Была ли какая-то возможность говорить о правах человека? Вот не только сейчас. Значит, никто вот со стороны Ингушетии не поднимал этот вопрос до ввода войск? Поднимали. Почему? Потому что в Ингушетии уже опыт своих беженцев, не своих беженцев, беженцев Северной Осетии, полуторагодичный. Нас никто не слышит. Там, где вообще нет проблем о статусе двух республик, и Осетии, и Ингушетии, нас не слышали. И когда мы говорили о правах человека, мне отвечали такими ответами, как, к примеру, мы слышали лет 10 назад. И сегодня более 60 тысяч ингушей живут в Ингушетии, в других местах, не могут вернуться в свои дома за 10-15 километров. Но проблема там, понимаете, вот для некоторых, наверное, это есть, и беженцы тоже, карта. Где выгодно о них говорить, где не выгодно о них не говорить. Почему сегодня все забыли 60 тысяч ингушей, живших в Северной Осетии? Почему о них никто не говорит? Почему с такой же решительностью не завозят их в свои дома? Не надо ничего, никаких статусов выяснять. Надо только выполнить Конституцию, надо выполнить законы, надо выполнить принятые решения. Но мне кажется, это сложно, что это вот не время. Господин президент, у меня к вам 5 вопросов, но на которые я прошу вас дать односложные ответы. Типа «да», «нет». Вопрос первый. Будь вы на месте президента России Бориса Ельцина, отпустили бы ли вы Чечню на все 4 стороны? Да. Будь вы на месте Павла Грачева, покончили бы вы с собой из-за позора российской армии, громящей мирных жителей? Ну, покончил не физически, я бы ушел бы в отставку. Пошел бы на рыбу ловить. Будь вы на месте Джихара Дудаева, сдались бы ли вы в плен, чтобы исключить страдания мирных жителей? Ну, вопрос сдаваться в плен. Понимаете, вот, если, допустим, судьба народа зависела от меня, я бы ушел. Вот если бы судьба вашего да. решения, от вашего бы решения зависела судьба. А в плен бы я не сдался никогда. Вы бы ушли, но в плен бы не сдались. Да. Будь вы чеченцем, после таких бомбежек, вы бы покорились бы воле старшего брата? Нет. И, наконец, смогли бы вы, как президент Ингушетии, сложить в себя этот высокий пост, отменить суверенитет республики, если бы это прекратило страдания своего личного народа? Да. Вот один интересный факт, когда мне сказали, что идет помощь Моздокам, и то, что по линии МЧС и вице-премьер Егоров эту колонну не выпускает, для того, чтобы ее выпустили, нужно, чтобы лично Аушев позвонил лично Егорову. Я сказал, если зависит только от меня, то я звонить не буду только потому, что после этих бомбежек тяжело мне говорить с этим человеком. И везде это происходит, и видно такой фон. Вот в Ингушетии есть своя позиция, поэтому мы помощь типа того, что не будем давать, как она есть. И вот эту колонну держали большое-большое время. И я не согласен вот с такой постановкой. Понимаете, как поставлена позиция? Имеешь свою позицию, значит, мы тебе не дадим помощь, мы тебе, значит, что-то другому будем препятствовать и так далее, и так далее. Все это прекрасно видят и не дает авторитета ни федеральной власти, ни тем отдельным политикам. Только благодаря тому, что ингуши есть ингуши, мы всегда никогда не будем ставить в зависимость политические пристрастия, а будем относиться к людям по-человечески. И благодаря тому, что сегодня в каждой семье по 10, по 20 людей находится, мы выдерживаем вот этот поток беженцев, такое количество людей. Не смотрим мы ни национальности и оказываем помощь тем, кто выходит в нашу республику. Ингушетия решила остаться в составе России. Почему так произошло? У ваших народов, родственных народов, близких народов, различный менталитет или здесь отличные национальные интересы? Фаза развития даже племен, даже двух братьев родных, она разная. Жить, найти свой путь в этой жизни, найти свое, допустим, место в этой жизни. Они нашли вот таким образом. Надо бы их просто слушать. Ингуши, они ближе вот сюда, к Кавказскому хребту, граничащие с Грузией. Вот, они видят пока и видят свою жизнь, и однозначно об этом заявили в составе Российской Федерации. Но
смотреть сегодняшнюю выгоду, посмотреть, что мы сегодня получили, пока только одни минусы. Единственное, большой плюс – это то, что нам позволили офшорную зону создать. А все остальное пока в жизни и в крови одни убытки. Депортация в 1944 году, а депортация в 1992 году. И сегодня мы оказались в тяжелейшем положении, где только из-за того, что мы призываем к миру и согласию, считается, что мы имеем какую-то свою позицию, и тут начинаются всевозможные политические коллизии.